Здравствуйте! Вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков о главных событиях к этому часу. В Казани сегодня чествовали лучших спасателей России. Рустам Минниханов и глава МЧС страны Александр Куренков наградили победителей Всероссийского фестиваля безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». На протяжении года несколько тысяч спасателей всей страны участвовали в конкурсах профмастерства, главная миссия которых – повышение культуры безопасности и жизнедеятельности. Здесь же татарстанские подразделения МЧС получили ключи от новой техники. Рамиль Шайдуллин о тех, кто не жалеет своей жизни ради жизни других. За их плечами не одна сотня спасенных жизней и многие сутки борьбы с огнем и ликвидации ЧС. В строю спасателей республики. В преддверии профессионального праздника их поздравляет глава МЧС России и президент Татарстана. Александр Куренков и Рустам Минниханов вручают им ключи от 10 новых пожарных и аварийно-спасательных машин. Здесь и пожарные автоцистерны на шасси КАМАЗ и Урал, аварийно-спасательные автомобили, передвижная насосная станция и многое другое. В 14 сельских поселений отправятся и 14 мобильных постов. Это татарстанское ноу-хау – мобильный комплекс пожаротушения, который полностью заменяет пожарную машину. Внутри все самое необходимое. Огнеупорные костюмы, каски, рукава, компрессоры, которые можно подключить к источнику воды и сразу начать тушить пожар. Присоединяется к любой машине как прицеп. Есть уже результат. В Арманском районе Ляки в 2019 году до прибытия первых расчетов они успели потушить двухэтажный дом. Это уже торжественная часть встречи. В Казани награждают победителей всероссийского конкурса профмастерства «Созвездие мужества». Сегодня мы чествуем героев нашего времени, лучших из лучших сотрудников МЧС России. В нашей непростой жизни всегда есть место подвигу, благородству, взаимовыручке. Каждый из вас, патриот, по долгу службы и по велению сердца вы совершаете поступки во благо Отечества, во имя жизни. В зале сотни лучших спасателей страны. Пожарные, начальники караула, кинологи, психологи. Сегодня мы узнаем имена лучших специалистов системы МЧС России, самых достойных представителей своей профессии, каждый из которых заслуживает признания и уважения за свой благородный труд. Символично, что мы собрались именно здесь, в Казани, в современном городе с богатейшей культурой и многовековой историей, на земле, давшей жизнь не одному поколению героев, талантливых полководцев и мастеров своего дела. Лучшим пожарным признан прапорщик пожарной службы из Алтайского края Алексей Петров. 8 лет в профессии. Когда на заводе была угроза взрыва газовых баллонов, выносил их на руках. Пожарные, в первую очередь, это самопожертвование. Ты должен понимать, что ты в любую секунду готов отдать жизнь за спасение другого пострадавшего. Кинолог из Ногинского спасательного центра Ксения Трубникова награду решила разделить со своим самым верным напарником. 4-летний Картер спас не одну сотню жизней, вызволив их из-под завалов. Это заслуженная награда, это показатель моей работы, это спасенные жизни, это дело во благо. Фестиваль проходит в 14-й раз, и все эти годы побеждают и татарстанские спасатели. Так, сегодня лучшей пожарной частью страны признана 55-я пожарная часть из Набережных Челнов. Рамиль Шайдуллин, Алмаз Единов, ТНВ, Казань. Сегодня президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Казани международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Они пройдут в 2024 году. Правительству страны поручено образовать оргкомитет по подготовке и проведению международного соревнования. При участии Татарстана разработать комплекс мер, направленных на подготовку и проведение турнира, а также обеспечить их реализацию. Состязания состоятся на Казань-Экспо. Одной из главных особенностей турнира станут фиджитал-дисциплины. Это когда киберспорт объединяется с физическим спортом.
Сегодня в Казани наградили татарстанцев и жителей Поволжья, совершивших подвиги и достигших выдающихся результатов в течение года. Награды общественной премии «Герой нашего времени» и форума маленьких героев вручили более 70 человек. Инициатор премии ежегодно выступает региональное отделение партии «Единая Россия» и «Молодая гвардия». В этом году отдельно чествовали военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в СВО, а также неравнодушных татарстанцев, организующих гуманитарные миссии для мобилизованных и жителей ЛНР и ДНР. Лауреатов поздравил Фарид Мухаммедшин. Он отметил, такие встречи показывают, наша молодежь достойна своих родителей и предков. Фраза «героями не рождаются, героями становятся», но на самом деле так и есть. Какая гордость берет за тех людей, которые, не щадя своей жизни, а может и не задумываясь, по порыву сердца, помогают людям при пожарах, других ситуациях. И сегодня они получили высокую оценку. Мониторинг этих историй мы ведем в течение года и в СМИ, и в социальных сетях. Отправляем запросы в муниципальные районы. И благодаря этому в течение года у нас формируется список людей, которых мы ежегодно в декабре награждаем. Среди отличившихся Дамир Валиев из Актанышского района, который в 11 лет открыл собственный музей истории села Адаево. 12-летний Ильдан Шемердинов из Бугульминского района собирает компьютеры из старых деталей и дарит их тем, кто в них нуждается. Никита Кириллов за свои 22 года сдал кровь 56 раз, и многие другие, кто проявил мужество и героизм. С 2016 года героями нашего времени стали более 200 человек. Я собираю свои старинные вещи, которые находятся в деревне. Мне еще приносит моя Минуя Бикей разные вещи, которые остались ее дедушек, бабушек и остальных людей. Из этой деревни люди некоторые тоже приносят старинные вещи. Я чувствую себя как какой-то человек, который хранит какую-то частичку от всей истории России и Татарстана. Во мне есть всегда частичка той крови, которая пойдет пациенту прямо сейчас, возможно, через полгода на спасение, в реанимацию человека. Это моя простая волонтерская деятельность. Я каждые 2 недели катаюсь сдавать кровь и компоненты крови. Это просто какое-то личное хобби. В семье военнослужащего из Менделеевска, который с самого начала участвует в специальной военной операции, родился 5-й ребенок, девочка. Ее отец в августе был ранен и попал в госпиталь. К семье вернулся спустя месяц. Ко дню рождения дочери многодетному отцу посчастливилось оказаться дома. Поздравить семью на выписку приехал глава района Радмир Беляев. Родителям вручили денежный сертификат. Это 2-я семья из Менделеевска, где недавно появился малыш. Пополнение ожидают еще в 5 семьях. На выходных Татарстан вновь накрыл ледяной дождь, 3-й с начала зимнего сезона. На трассах образовался сильнейший гололед, поэтому ночью ввели временные ограничения движения автобусов и грузовиков. Не обошлось и без ДТП. На трассе в Высокогорском районе столкнулись 2 «Лады», погиб человек. Сегодня с утра на дорогах Казани были 9-бальные пробки. Сейчас Татарстан потихоньку приходит в себя. Это же караул какой-то. О, ни одни шипы не спасут. На кадрах вчерашняя трасса между Челнами и Сарманово. После ледяного дождя дорожное полотно напоминает зеркало. Время сидеть дома, писали многие в соцсетях. Новый каток, вход бесплатный со своими коньками. Да уж, в этом году с самого начала зимы непогода разыгралась не на шутку. Пока дождь, а ночью минус, вот тогда будет полный трэш. Брейк-дэнс для пешеходов, заполненные травмпункты. Автолюбителям тоже опасно. Не декабрь, а аномалия. Короче, вот такая трасса вся. Гололед страшнейший. Мокрый снег, дождь, метель, резкий спад температуры. Все это впоследствии привело к ночному ограничению движения автобусов и грузовиков на трассах. Не обошлось и без жертв. На 37-м километре дороги Казань-Малмыж столкнулись 2 «Лады». Один водитель погиб, 2-й госпитализирован. Сегодня с утра на дорогах Казани были 9-бальные пробки. Красным цветом горели на дорожных картах практически все районы города. И все из-за того, что водителям приходилось снижать скорость. С трудом передвигались и пешеходы. Бывает ужасно, и вообще идешь нога за ногу. Очень ужасно. Это, конечно, экстремально, но не как обычно бывает. То есть это напоминает, что как будто осень пришла. Против погоды ничего сказать не могу. Любая погода хорошая, но, конечно, условия того, что не убирают снег, немножко
плохо. Упала на днях около метро. Вообще нигде ничего не чищено, не посыпано абсолютно. Город уже отчитался. За сутки использовали почти 900 тонн песка и реагента. Практически без перерыва работают 407 единиц спецтехники и порядка 600 дорожных рабочих. Наши дворники с утра, с 6 утра посыпают песком, чтобы люди не падали. Погодные условия, сами видите, какие тяжелые. Ледяной дождь вот все испортил. Стараемся, но вот все с крыш падает, с козырьков падает. Вчера плюс, сегодня минус, это ужасно. Не успев, техника даже не берет. Однако не везде еще дошли дворники. Под ногами, как мы видим, настоящее ледяное полотно. Чтобы не упасть в такую погоду, требуется предельная аккуратность. Ну а если вы не смогли удержать равновесие, во время падения важно успеть перевернуться на бок и максимально напрячь мышцы. Это поможет избежать переломов и ушибов конечностей. За выходные в республике выпало до 23 миллиметров осадков. В Казани это 34% от месячной нормы. Причиной аномальной погоды в гидрометцентре называют западный циклон. В выходные дни в республике погодные условия существенно ухудшились. Связано это было с тем, что через Татарстан проходили активные и контрастные в температурном отношении атмосферные фронты западного циклона. А температуры вчера днем практически повсеместно повысились до положительных значений от 0 до 3 градусов тепла. По словам синоптиков, в ближайшие дни в республике дождей не ожидается. Будет преобладать снежная погода с метелью и туманом. Сирина Цахапова, Игорь Романов, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. 42 класса в школах Нижнекамска отправлены на разобщение. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ. Сейчас болеет более 1500 детей. Об этом на совещании у мэра рассказал главный врач города Сергей Мирясев. Всего же в Нижнекамске зарегистрировано более 4000 случаев ОРВИ. Под наблюдением врачей в инфекционном отделении и на дому находятся 12 беременных. Заболеваемость по сравнению с прошлым годом выше вдвое. Для профилактики во всех медицинских учреждениях ввели обязательный масочный режим. В школах проводят термометрию, дезинфекцию рук. Для снижения нагрузки на медперсонал Рамиль Муллин предложил подключить в работу студентов 3 и 4 курса медучилища. И что в основном это вот домашние вызова. То есть если мы сейчас тяжелую ситуацию и в самих поликлиниках, если еще доктора целый день будут ездить по вызовам, то реально мы вызовем определенный негатив. В части домовых обходов, посещений и приглашений на дом, то здесь я прошу подключить фельдшерский состав. Прошу проработать с министерством. В Верховном суде Татарстана продолжается процесс по делу о трагедии в Казанской 175-й гимназии. Сегодня сторона обвинения огласила показания учеников 7 Б, 2 и 3 Д классов, которые 11 мая 2021 были на уроках. На процессе они не присутствовали. Суд таким образом решил защитить детей от тяжелых воспоминаний. По словам учеников 7 класса, в момент начала стрельбы у них шел урок алгебры на 1-м этаже. После порядка 5 выстрелов некоторые ребята в коридоре увидели стрелявшего. Он был весь в черном и в маске, поэтому опознать в нем Ильназа Галявиева школьники не могут. Как становится ясно из показаний детей, преподаватель Анастасия Поликарпова закрыла дверь и держала ее за ручку, так как не было ключа. Затем ребята помогли забаррикадировать вход партами и через окно покинули кабинет. Убедившись, что все школьники в безопасности, на улицу выбрался и учитель. От ряда законных представителей несовершеннолетних потерпевших в суд на имя председательствующего по делу поступили заявления о рассмотрении уголовного дела без их участия и оглашении показаний данных на предварительном следствии, поскольку законные представители и их дети не хотят переживать те события заново. Бомбоубежище Казани приведут в боевую готовность. Работникам режимных предприятий есть где укрыться от артналетов, остальным приходится надеяться на эвакуацию. Интернет-газета «Реальное время» изучила обстановку. Сегодня в Казани наградили победителей 3-го республиканского конкурса «Инженер года». Он проводится при поддержке президента Татарстана для повышения престижа профессии среди молодежи и распространения опыта лучших инженеров предприятий и организаций. 36 победителей и лауреатов конкурса получили награды в 12 номинациях. От имени руководства республики их поздравил председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин. За инженерной мысли, за весьма академичной продукции, которую выпускают предприятия и организации Татарстана, стоят инженерные кадры. Я поблагодарил их, поблагодарил наши профильные вузы, высшие
и среднетехнические учебные заведения за успешную подготовку кадров, которые решают экономическое развитие Татарстана. В Татарстане завершается работа по созданию государственной стратегии и программы научно-технологического развития. Об этом сегодня заявили на заседании рабочей группы по научно-технологическому развитию при Совете президента Республики по образованию и науке. Документ должен конкретизировать пути создания технологического суверенитета страны. Сегодняшняя встреча прошла на базе Казанского технопарка «Идея». Именно технопарки должны стать локомотивами такого развития. Как сейчас их резиденты работают в новых экономических условиях и чего ждут от научного сообщества, расскажет Дмитрий Аринин. Один из самых современных образцов в мире. Основной резидент технопарка «Идея» Эйдес Медицина освоил выпуск роботов-пациентов. Как подчеркивает, такая технологичная продукция почти полностью состоит из отечественного оборудования. Мы производим все комплектующие на 95%. Сейчас в компании работают около 400 специалистов. Выпускают оборудование для медицины, нефтегазохимии и робототехники. Робот! Возьми молоток. В новых экономических условиях объемы производства практически не сократились. В поставках необходимых комплектующих и рынках сбыта переориентировались на дружественные страны. Несколько замедлился рост, но, как я сказал, при условии, что мы переориентировали и производственные процессы, и модели сбыта, мы ожидаемо будем выполнять наши цели. Продукция компании известна за рубежом. Производство посещают различные делегации. В 2021 году на международной выставке в Абу-Даби Рустам Миниханов представил компанию в числе перспективных направлений сотрудничества инвестиционной компании «Тавазун». В технопарке «Идеи» действует 84 предприятия, где работают более 2000 человек. Средняя зарплата 75 тысяч рублей. В технопарке есть свои лаборатории и центр реверсивного инжиниринга. Оборудование оказалось востребованным в новых экономических условиях. Технопарк показал, что инновационная инфраструктура может быть прибыльной. Попытаться объяснить, что мы делаем. Мы берем продукт, разбираем его материаловедением до молекул с помощью нашей лаборатории и предлагаем решение по воссозданию. Технопарки должны стать связующими звеньями научного сообщества и реального сектора экономики. Вкупе с особыми экономическими зонами и фондами стимулирования предпринимательства это должно стать локомотивом технологического развития. Во многом благодаря наличию многочисленных объектов инновационной инфраструктуры Татарстан занимает достаточно высокое, 5-е место в рейтинге, в национальном рейтинге научно-технологического развития территорий. Ну и между тем, многие элементы республиканской инновационной экосистемы по-прежнему нуждаются, так скажем, более точной настройки. Сегодня на встрече предложили создать в республике единую цифровую базу оборудования Татарстана. Это поможет в импортозамещении и реализации приоритетной в стране задачи – технологического суверенитета. Сами будем разрабатывать технологии, машины, установки, оборудование, комплектующие, запчасти. Еще раз повторюсь, по ключевым, естественно, компетенциям, направлениям страна, должна, вот такая задача стоит, она будет делать сама. До конца этого года в Кабинет министров республики должны представить государственную стратегию и программу научно-технологического развития. Эта сфера в стране станет ключевой. Следующие годы президентом России объявлены десятилетием науки и технологий. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Какая молодежь нужна государству и какое государство нужно молодым? На эту тему сегодня дискутировали члены экспертного клуба «Волга». Встретились представители правительства республики, общественных и образовательных организаций, эксперты из Татарстана и Москвы. События на Украине показали, насколько разным может быть отношение молодежи к важнейшим политическим событиям России, говорят эксперты. Одни сменили место проживания, другие пошли в добровольческие отряды и волонтеры. Каким должен быть диалог поколений, вот некоторые мнения. Если мы не работаем с молодежью, мы ее теряем. Как отмечают эксперты, в работе с молодежью в 90-е годы в нашей стране было упущение. На смену советской системе воспитания ничего не было создано. В этом году в стране появилось общероссийское движение детей и молодежи и уроки о главном в школах. Должна быть и долгосрочная госстратегия в этой сфере, говорят эксперты. Должна быть рассчитана, соответственно, на поколения. Не на год-два, а на поколение. А поколение включает понятие порядка 20 лет. Если так будет построено правильно,
данная государственная политика в области воспитания молодежи, в частности и патриотического, то, наверное, можно ждать положительных результатов. Как рассказали на встрече, воспитанием должны заниматься все – и школа, и родители. Все должны в едином информационном поле собраться и заниматься молодежью. Не отталкивая ее, не отталкивая детей, объясняя им, что моя задача только преподавать английский язык. О чем вы меня спрашиваете? Причем здесь государственные символы? У меня английский язык и все. Или не говорить с другой стороны. И мне неинтересно об этом разговаривать, иди мультики посмотри. Да, в семье такое часто бывает. И вот работа во всех направлениях, она и должна сформировать будущих граждан. Больше всего эксперты размышляли над тем, какая молодежь нужна государству и какое государство нужно молодым. Опять же, для размышлений. Молодым нужно государство, которое дает им возможность реализоваться, развиваться. И здесь очень значимо, что государству тоже нужны люди, которые способны максимально реализоваться. В самом разном смысле. Реализоваться как отцу, как матери, как сыну, как творцу, как лидеру, специалисту и так далее. Если молодежь говорит о том, что нужно сегодня с точки зрения патриотизма, чаще всего звучит вопрос инфраструктуры. Государство в этом отношении предпринимает огромное количество программ, связанных с изменением инфраструктуры. Содержательные параметры молодежной политики больше и чаще интересуют именно государство. Это так называемый, наверное, государственный заказ на эту тему для того, чтобы мы сегодня четко понимали, как формируется, повторю, здоровый патриотизм нации. Как подытожили, тема воспитания – вопрос глобальный. Такие встречи нужно продолжать на разных уровнях. Главное же в диалоге поколений – это доверие. Радик Вархулин, Дмитрий Аренин, Наиль Абдулин, ТНВ «Казань». Человек, который вывел баян на невероятную высоту. В Казани сегодня простились с выдающимся баянистом и аккомпаниатором, народным артистом Татарстана Рамилем Курамшиным. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет. Проститься с другом, виртуозом и творческим соратником десятки людей пришли к мечети Марджани. Наиболее яркая страница в его профессиональной карьере – это более чем 20-летний творческий союз с Ильхамом Шакировым. Именно с Рамилем Курамшиным были записаны песни, ставшие классикой татарского песенного искусства. Кроме этого, Рамиль Курамшин стал автором первого большого концерта для баяна на телевидении, который не раз транслировался на советском и российском телевидении, написал учебники для обучения игре на баяне. Я не побоюсь этого слова, Рамиль Курамшин был великим татарским баянистом. Он, продолжая традиции своих предшественников, выступал одновременно инноватором музыкальной концертной деятельности. Когда он встречался с Алик Шаровым в этой ленинградской консерватории, он сыграл «Апипю». А что это, говорит, у вас такое? У вас есть барынья, у нас «Апипя». Какая вещь лежит, а мы даже не знаем. И вот после этого хочется мне сказать, искусство должно быть глубоко национальным, высокопрофессиональным, и тогда оно будет интернациональным. К концу года Казань посетят порядка 3,5 миллионов туристов. Это станет историческим рекордом. Об этом заявили на последнем в этом году заседании Казанской городской думы. Депутаты обсудили 27 вопросов. Приняли стратегический план развития туристической отрасли до 2030 года. Турпоток собираются увеличить до 5 миллионов. Активно будут развивать внутренний туризм и наращивать связи со странами СНГ. Обсудили и проблемы, мешающие развитию, дефицит кадров и нехватка финансирования. Подробнее в репортаже Алены Струминской. В повестке сегодняшнего заседания 27 вопросов. Ключевое развитие туристической сферы. В этом году Казань заняла 3-е место по показателям развития туризма, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Однако остается ряд проблем, которые необходимо решить. Одна из самых важных – кадровый дефицит. В Казани более 200 гостиниц на 17 тысяч мест. За 10 месяцев уровень загрузки отелей составил 67%. Во время праздников и крупных мероприятий – 95%. Туристы в столицу приезжать стали чаще. Например, Казанский Кремль посетили 3,5 миллиона туристов. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Проблема в том, кто будет их принимать и обслуживать. В городе отмечают, кадров в турсфере не хватает. Зачастую высокий сезон, летний, майский праздники, новогодние праздники. Часто происходит нехватка кадров именно такого направления, как горничная, официант, бармен, кухонный работник. Решить вопрос предлагают через республиканский проект «Уроки гостеприимства». Школьники изучают гостиничное и ресторанное дело, студенты в период каникул работают на туристических объектах. Еще одно предложение – изменить систему подготовки кадров в колледжах. Гостиничное дело, поварское, кондитерское дело. В них надо обучаться по нормативу 3 года
10 месяцев. Это фактически 4 года, как уровень бакалавриата. И мы вот хотим выйти с инициативой, чтобы эти направления ввели в эксперимент, в профессионалитет, и можно было бы готовить ребят в более сжатые сроки, сократив программу обучения на год. Казань входит в топ-5 городов для путешествий по России. 60% туристов возвращаются в столицу нашей республики вновь. Основная часть экономического эффекта, который мы видим от отрасли туризма, она приходится на город Казань. Это очень здорово. И в деньгах это порядка 30 миллиардов ежегодно поступает в город от гостей и туристов. И, соответственно, это рабочие места, это новые сервисы, это занятость и развитие дополнительной туристической инфраструктуры. В этом году нас посетила, к примеру, вся Самарская область или 3 Красноярска. Я уверен, что это не предел. Мы себе ставим амбициозную цель к 2030 году принять 5 миллионов гостей. На сессии утвердили и проект бюджета на 2023 год. По прогнозам, он будет бездефицитный. Доходы составят порядка 38 миллиардов рублей. Столько же и расходов. Порядка 80% направят на социальную сферу. Это на 4 миллиарда больше, чем в прошлом году. По плану социально-экономического развития средняя зарплата в Казани к 2025 году должна вырасти и достичь 70 тысяч рублей. Алена Струминская, Александр Вольнов, ТНВ, Казань. Новогодний подарок от ТНВ всем зрителям нашего телеканала. 31 декабря большая премьера мюзикл «Хасите». Сюжетная линия разворачивается вокруг истории спасения семейной реликвии Хасите. Это старинное татарское украшение с драгоценными камнями. Как раз перед Новым годом оно попадает в руки вора, роль которого играет Ильгиз Шейхразиев. Если до полуночи Хасите не вернут в семью, Новый год не наступит. Чем завершится эта история, наш телеканал покажет в новогодний вечер. Съемки прошли в Казани на территории аэропорта, во Дворце единоборств, а также в Бавлах на знаменитом двухчасовом мосту. В мюзикле задействовали грузовики КамАЗ-Мастер. Пятикратный победитель ралли «Дакар» Эдуард Николаев играет роль Деда Мороза. В главных ролях звезды татарской эстрады Салават Миниханов и Гюзалем, Булат Хисматов, Гюзель Идрисова и другие. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. До встречи! Плачет метель, как цыганская скрипка. Здравствуйте. В выходные погода испытывала нас на прочность. Ледяной дождь, ветер и значительное потепление почувствовали жители Татарстана. Итак, по данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник в Бугульме, Бавлах, Азнакаево облачный пройдет снег. Температура понизится ночью до 14 градусов мороза, а днем до 12 градусов со знаком минус. Подморозят. На Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге ночью ожидается до 16 градусов ниже 0, днем 10 градусов мороза. Без осадков также не обойдется, прогнозирует снег. В Агризе, Менделеевске, Актаныше снег и мороз ночью до 16 градусов со знаком минус. В дневное время ожидается около 14 градусов ниже 0. В Арске, Кукмаре, Балтасе местами снег, ночью до 18 градусов ниже 0, днем около 9 градусов мороза. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске ожидаются осадки в виде снега. Днем подморозят до 5 градусов ниже 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше облачно и снег, ветрено. Ночью минус 16, днем около 8-10 градусов мороза. В среду морозная погода с небольшим снегом. Я люблю путешествовать зимой. Кажется, что кусающий холод раскрывает все мои чувства и делает их острее. Банк Аверс рад поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. Пусть он окутает вас любовью, заботой и добром, подарит самые чудесные мгновения, хорошие новости и яркие события. Берегите себя и своих близких. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Санчи – сокровище китайской медицины, дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. 20 декабря во всех аптеках Farmland на Санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани облачно, местами снег, ночью до 16 градусов мороза. Днем ожидается около 5-7 градусов ниже 0.
Ветер юго-западный, порывистое, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха высокая, 89%. Магнитное поле Земли спокойное, но частая перемена погоды может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. На дорогах образование сильной гололедицы. По возможности ограничьте передвижение на личном транспорте. У студентов как? Снег выпал, скоро сессия. Снег растаял, скоро сессия. В студии был Илья Андреев. Желаю вам солнечного настроения при любой погоде. Делитесь душевным теплом с любимыми, согревайте их сердца, здоровья вам и сил.